Прага – это Париж 90-х. Франциск Корена создал Беларусь. Облил себя бензином и поджег. Я, честно сказать, никогда такого не видел. Они решили, что Витовт мог бы быть королем Чехии. А знаете, кто это? Получили оба по 25 лет. В чем наша сила бессильных? Политика – это всегда мертвая ложь. Размовлять по-белорусски модно. Так вкусно. Нам вообще, белорусам, надо больше брать грибы на вооружение. Белорусы, я хочу извиниться перед вами за то, что я больше ничем не смогу вам помочь. Да, сегодня суббота, и я в Праге. В Праге, куда я давно хотел приехать. Я здесь был много раз, но мне хотелось снять для вас эту программу. Снять ее, потому что это тот город, который с Беларусью связан тысячами невидимых нитей. Здесь мы хоронили своих президентов, здесь мы создавали студенческие общества, здесь мы печатали книги. Да, здесь всегда было место, которое привечало белорусов. Почему? Ну, так сложилось исторически. И не только поэтому, а еще и потому, что белорусы и чехи оказались очень близки ментально. Я не хочу начинать с каких-то площадей, музеев и архивов. Я хотел начать в маленьком кафе. Маленькое кафе, которое называется Бокем. Бокем. Очень спокойное место, очень тихое, очень уютное. Здесь никто не разрывает эфир своими громкими голосами. Здесь очень хорошо. И здесь потрясающий завтрак. Редкий случай, когда ты приходишь на завтрак, на завтрак в заведении, в кафе подается сет-меню. Сет-меню – это сразу 3 блюда. И я, честно говоря, с таким сталкиваюсь крайне редко, потому что завтрак все-таки это легкая история, но они сделали простую вещь. Они сделали очень маленькие блюда. И этот завтрак из 3 блюд. И вот на первое блюдо мне принесли лисички. Сезон грибов. Чехия следует этому принципу. Сезон грибов, сезон утки, сезон капусты, сезон всего, что у них есть. Это всегда работает. И вот сейчас лисички. Прям какое-то сливочное безумие с хрустящим черным жирным хлебом. Это очень вкусно. И это удивительно, но для завтрака очень неплохо. Это яйца флорентин, только в виде суфле. Я, честно сказать, никогда такого не видел, потому что яйца флорентин – это как бы яйца бенедикт, то есть яйца пашот, но только не вегетарианский вариант, а вариант без рыбы или без мяса, и без мяса. А это подается яйца флорентин, но в виде суфле. И вот я его разрезаю. Вау. Вам надо это увидеть. У меня ощущение, что это должно подаваться в мишленовском ресторане вечером. Просто растворяется во рту. И такое сливочное послевкусие, но знаете, что самое поразительное, что это суфле, оно словно из какого-то безумно дорогого десерта. А это всего лишь яичный завтрак. Тебе подали на завтрак яйца. И точно такой же шпинат. Шпинат чуть соленоватый, и вот вместе с этим мягким, деликатным вкусом суфле он дает такой невероятный альянс. Плюс соус голландез. В общем, в итоге, скажу я вам, это надо попробовать, потому что когда я не пробовал такого в жизни, то это заманчиво. Заманчиво. Для завтрака это какое-то просто, по-моему, безумие. Манная каша. Понимаете, это манная каша. В детстве я обожал ее с клубничным или земляничным или малиновым вареньем. Я мог
просто наслаждаться так, как не наслаждался ничем. Но если в каше попадались комки, это была катастрофа. Здесь манная каша с маслом и корицей. Господи, она вообще другой консистенции. Она вообще не той консистенции, которая была в моем детстве. Скажу вам, что это какая-то невероятная история. Если вы хотите... Придумал для него название знаменитого чешского романа, который подходит к этой каше. «Невероятная легкость бытия». Сегодня я в Праге. В Праге, которую я очень люблю, которая мне очень близка, и по которой сегодня я хочу гулять не как турист, не как человек, который пытается здесь понять атмосферу города и пражан. Я хочу найти в этом городе следы своей страны. Я хочу, чтобы эти страны в моем сознании сошлись в единое целое. В то, чего нам категорически не хватает в последнее время. Понимание, что мы живем в общем мире, мы живем в общей Европе, и мы живем общими интересами, задачами и целями. Но, к сожалению, нас лишала эта власть. Но сегодня эти корни, которые я здесь обнаруживаю, они меняют сознание. Они меняют вот это ощущение причастности, ощущение понимания всего, понимание своей страны, понимание тех персон, тех значимых личностей, в которых воспитала Беларусь, или которые воспитали Беларусь. Клементинум – это комплекс зданий в центре Праги. Старая часть города, старые здания. Сейчас здесь библиотека. Не только библиотека, здесь целый ряд разных институций, но нас интересует библиотека. Потому что в этой библиотеке есть одна дощечка. Это дощечка, которую можно, в общем-то, и не заметить, если не понимать, о чем идет речь. Но разговор идет о том, что в 1517 году, то есть более 500 лет назад, сюда, в Прагу, из Полоцка, приехал Франциск Скорина. Для многих это такое общее место. Франциск Скорина – первопечатник, но вы должны понять вообще, кто такой Франциск Скорина. Человек, который был врачом, гуманистом, философом. Была куча самых разных достоинств, которые могли сделать из него известную персону. Каждая профессия являлась, по сути, такой прямым ходом к известности. Но у него была своя идея. Он приехал сюда с одной большой идеей. Ему нужно было произнести слово. И это слово записать. И это слово издать. Он хотел, чтобы слово было доступно каждому. Каждому человеку, каждому белорусу. И Скорина издал здесь свой псалтырь. Это было первое печатное издание на старобелорусском языке. И стало оно первым не только для белорусов, но и вообще для восточноевропейского региона, для восточноевропейских земель, где это слово стало значимым, где оно прозвучало, где его можно теперь читать. И когда мы говорим про Скорину, мы должны понимать, что это тот калибр человека, который был реальным первооткрывателем. Знаете, когда я учился в школе, нам учителя рассказывали, что был такой человек, который, в общем-то, изобрел книгопечатание. Первый печатник Иван Федоров. И я верил в это, как и все школьники в то время. Мы верили, что Иван Федоров был первопечатником. И только потом я узнал, что когда Франциск Скорина отпечатал 37 вариантов Библии и уже успел умереть, только тогда появился на свет Иван Федоров. И никаким первопечатником он не был, особенно на наших территориях. И вот на самом деле вот эта плита, такая небольшая и скромная, говорит о том, что здесь, в этой библиотеке,
а точнее сказать, в этом здании, которое сейчас является библиотекой, Франциск Скорина создал Беларусь. Он создал Беларусь. Беларусь началась не с армии, не с общности людей, она началась со слова. Он создал белорусское слово, с которого началась... Да, начались не белорусы, но началась нация. И то, что чехи пишут на этой доске, что здесь Франциск Скорина издавал свой перевод на белорусский язык Библии, говорит о том, что да, это то место, которое для нас, для белорусов, является одним из мест силы. А Франциск Скорина является тем человеком, которого мы должны осознать. Просто осознать. Не как абстрактную историческую фигуру, а как конкретного человека, который научил нас писать. Наверное, вы спросите меня, почему мы пришли к этому ресторану Минковня. Нет, мы не будем здесь есть. На месте этого здания стоял замок маркграфа Ешты. И именно про него я хотел бы вам рассказать. Даже не про него, а про то, что в нем происходило. В 15 веке Чехию разрывали противоречия между гуситами, которые, в общем-то, это был религиозный конфликт. Гуситы хотели реформ, а католическая церковь хотела остаться при статус-кво. И тогда чехи решили пригласить на княжение, не на княжение, а на королевство кого-то из пришлых. И тогда они обратили свой взор на восток, к князю Витовту. Они решили, что Витовт мог бы быть королем Чехии и разрешить эти конфликты. Витовт согласился, но прислал вместо себя Жигемонта. Жигемонт приехал сюда в 1422 году и попытался разрулить историю. Это был человек с тех территорий, которые сейчас и есть Беларусь. Жигемонта в 1422 году Витовт отозвал обратно. Но в 24 году он решил вернуться самостоятельно и снова попал сюда для того, чтобы править страной. Но в 27 году его заключили в крепость Вальштейн, потому что он был уже арестован. Да, сейчас о Жигемонте о том Жигемонте никто не вспоминает. И не помнят чехи, и, может быть, помнят только белорусы-историки. Но вот так в те времена пересекались наши истории. Так происходило. Белорусы были внутри большого европейского исторического процесса. И наша история совместная началась не с эмиграции 20 века, а тогда, очень-очень давно. Это скаутский институт. Скаутский институт – место в самом сердце Праги, в самой старой части старого города. Здесь, если выйти на улицу, точнее на площадь, то ты увидишь просто полчища туристов. Но когда ты попадаешь внутрь, это место словно заговоренное. Здесь тихо, спокойно, и здесь хочется думать. Мне показали его белорусы, которые вынуждены были уехать из Беларуси еще до 2020 года. Они показали мне это место и рассказали о нем. А я, честно сказать, и не был готов к такому рассказу, потому что это место, которое является, по сути, гостиной Праги, гостиной Чехии. Это как бы это как бы место, я даже не знаю, как его назвать. Это просто дом,
в котором есть кафе, есть просто какие-то укромные уголки, в которые вы можете сесть и подумать о себе, о своем будущем, о своем прошлом, оценить, что происходит сейчас. Это такой дом мысли, дом тихой мысли. Каждая большая комната в этом здании может быть арендована вами практически бесплатно. Вы записываетесь, и туда приходят люди для того, чтобы вы проходили публичные лекции. Вот пока мы с вами говорим, вот там происходит лекция о фьючерсах. Город таким образом располагает к себе. Он пытается объяснить вам, что вы дома. Я прихожу сюда, когда хочется подумать о чем-то очень спокойно, оценивая ту ситуацию, в которой оказался, когда хочется сосредоточиться. Да, это странно, что тебе хочется сосредоточиться в публичном месте, но такова природа этого публичного места. Кстати, в этом доме 3 года прожил Кафка со своей семьей. Уж, мне кажется, лучшая рекомендация для того, чтобы это место посетить. И здесь очень легко заговорить с людьми, здесь очень легко найти друзей. Здесь очень легко коммуницировать, потому что все люди приходят сюда не за покупками и даже не за кофе. Они приходят для того, чтобы думать, и в том числе о том самом названии книги, которое я сегодня упоминал, перефразировав его: «Невыносимая легкость бытия». Да, это невыносимая легкость свободы, но при этом которой ты платишь за отказ от некой стабильности, которая была у тебя на родине. Да, это так. И если вы в Праге, обязательно зайдите сюда. Хотя бы просто вот подышать этим воздухом, увидеть над собой вот это голубое небо и зайти в любую из комнат, где вам будет тепло, уютно и спокойно. В каждом городе у меня есть какие-то любимые скульптуры, которые я запоминаю навсегда. И в Праге это вот эта небольшая скульптура скульптора Анны Хромик, немка чешского происхождения. Эта скульптура была посвящена опере, которая состоялась здесь, в Ставовском театре. Эта премьера спектакля «Дон Джованни» состоялась здесь в 1787 году. И скульптура, конечно, появилась гораздо позже, это практически новая работа, но посвящена она Эль Комендаторе, человеку, который вернулся, чтобы отомстить. Но автор говорит, что нет, он вернулся не для того, чтобы отомстить. Он вернулся, чтобы подумать о происходящем, о грядущем, о себе, о своем внутреннем. И это внутреннее там, внутри, вот в этой темноте. Что связывает нас с этим? Нас связывает этот театр. В Ставовском театре мы сыграли в присутствии, к слову сказать, моей одной из любимых писательниц Светланы Алексеевич. Мы сыграли спектакль «Время женщин» здесь, в этом театре. И это еще одна маленькая линия, которая связывает Беларусь и Чехию. Самое место этому театру сыграть «Дикое полювание короля Стаха». И нам нужно сюда привести Ольгу Подгайскую, композитора этой оперы, потому что мне кажется, что это добавит Беларуси и Праге прекрасную новую черту. Это место называется Гражданский дом или Общий дом. Здесь была объявлена независимость Чехословакии и в 18 году, но в 21 году здесь прошел первый съезд белорусской политической эмиграции. Именно здесь определялись те направления, те вехи, которые поведут дальше БНР. Несостоявшуюся Белорусскую Народную Республику нужно было каким-то образом доносить ее идеи до людей. И именно здесь определялось, как это будет сделано. Да, все это было сложно, все это не привело к каким-то таким ярким результатам, но тем не менее это место очень значимо, потому что оно не только определило Чехословакию, оно не только определило стратегию белорусской политической эмиграции, но оно в 1989 году именно здесь, в этом здании, состоялась первая встреча представителей гражданского форума, того самого гражданского форума, который боролся за независимость Чехии,
из-за освобождения от коммунистического режима, с руководством этого самого коммунистического режима. Именно здесь были приняты решения о том, что коммунистическая партия уйдет от власти, и о том, что гражданский форум, а следом за ним и Václav Гавел, и его сторонники, и демократические силы придут к власти в Чехии. И даже сначала в Чехословакии, и потом они станут Чехией и Словакией. Сейчас, когда ты вспоминаешь это время, ты не понимаешь, что неужели это в те годы, в один год решались судьбы просто целых поколений, целых наций, целых народов. Но так это было. И в том числе в этом здании такие значимые события. Эмма Эспрессо Бар. Прожане говорят, что здесь лучший кофе. Да, здесь лучший эспрессо, здесь лучший горячий шоколад, но здесь нет Wi-Fi. И это тоже лайфхак хозяев, потому что здесь не будут сидеть люди за компьютерами, а здесь будут пить кофе. Знаете, кто это? Я знаю, что те, которые из вас помоложе, не знают, кто это. Но это тот самый крот. Крот, который стал символом Чехии, одним из его самых глобальных символов. Кртичек появился в 1956 году. Его создал Сденек Миллер. Сденек Миллер хотел снять мультипликационный сериал, такой наподобие диснеевских, но он не хотел брать животных из диснеевских мультфильмов. И однажды он шел на прогулке и наступил на кротовую норку. И он подумал, ну а почему бы не крот? И он создал этого крота. И первая серия называлась «Крот и штанишки с кармашками», где ему помогали сшить. Он захотел штанишки с кармашками, и ему помогали другие животные сшить. Там ежик с иголками, кто-то с нитками, кто-то еще чем-то помогал. Но по факту из этого получился мультипликационный сериал, который длился с 1956 по 2000 год. Представьте себе, какой вековой опыт у этого сериала. И, конечно, для меня это мой друг, потому что это из моего детства, я с ним сроднился. И сейчас, когда я вижу его здесь, в разных контекстах, я понимаю, что это то, что связывает меня с Чехией. Но есть один нюанс. В отличие от меня, Кртичек был в космосе. Эндрю Фойстел, вообще-то Андрей Фойстел, это американский астронавт чешского происхождения. В 2011 году он полетел в космос, и он взял с собой Кртичка. И тот слетал в космос. Поэтому, в отличие от меня, он все-таки астронавт, а я еще нет. Или уже нет. Этот дом за моей спиной для меня лично много значит. И думаю, что он очень много значит и для многих белорусов, кто понимает о том, что это за дом. В этом доме жила семья Ларисы и Янки Гениуш. Для меня Лариса Гениуш – это поэтесса, которая одна из тех, кто олицетворяет собой Беларусь. И ее судьба – это просто слепок истории Беларуси. В 1935 году она встретилась со своим мужем, с Янкой, который был тогда студентом медицинского факультета. Она переехала к нему домой, в Зельву. В Зельве, где был его дом. А в 1937-м они уехали из Беларуси. Это была такая волна эмиграции белорусской интеллигенции в Чехию. Они уехали в Чехию и жили вот в этом доме. Вторая мировая война их застала, когда ситуация была едва ли не безнадежной в их жизни, но они нашли в себе силы не только заботиться о себе, но и позаботиться о других. И они стали помогать эмигрантам, которые уезжали или вынуждены были бежать из-под оккупации из Беларуси.
В итоге она стала казначеем фонда, который финансировал белорусскую эмиграцию. Это так продолжалось до 1947 года. В 1947 году чешское правительство предоставило им гражданство. И это было в их семье событием, потому что они смогли легализоваться в той стране, в которой жили. Но в 1948 году, буквально через год, МГБ, то есть Служба государственной безопасности советская, добилась их выдачи, их вернули в Советский Союз, где они получили оба по 25 лет в самых жестких лагерей, которые были на тот момент в Советском Союзе. Дальше была оттепель 1956 года, и срок сократили, их освободили. И они снова поселились в Зельве, в том самом доме Янки Гениуша. Она ведь так и не увидела такого глобального признания ее таланта, хотя талант ее бесспорен. Обсуждать гений-гениуш невозможно, потому что в каждой строчке, в каждом стихотворении есть боль за страну, есть сопричастность, есть соучастие, есть включение в каждую проблему. И это настоящая, вот, по большому счету, гражданка Беларуси. Да? И признание пришло гораздо позже, и сейчас реально, я не утрирую, а реально золотыми буквами имя Ларисы Гениуш вписано в историю белорусской поэзии. Лариса и Янка были преданы белорусской мове, они были прямо носители и распространители, популяризаторы белорусской мовы. Четверостишее, которое я хочу привести, невероятно простое и невероятно щемящее, и невероятно много объясняющее. Размовлять по-беларуску модно. Мовы маці кажуть не забыть. Для мяне ж гэта не модна, толькі родна. Гэта так, як піць, як есть, як жить. В этой простоте, собственно, и ее гений. Когда у тебя нету напряжения в восприятии поэзии, а у тебя есть абсолютное принятие и абсолютное понимание, что тебе хотел сказать поэт, который прожил несколько счастливых лет вот в этом доме в Праге. Я стою около обычного магазина продуктового, на котором написано овощи, зеленина. И хочу вам сказать сейчас не совсем о ценах на продукты в Праге. Нет, я хочу сказать вам о том важном, с чем нас свела жизнь, когда мы познакомились с Вацлавом Гавелом. И когда поняли, что это за калибр человека. И он стал тем человеком, который имеет непосредственное отношение к созданию свободного театра, потому что он и Том Стоппарт стали двумя главными патронами и попечителями театра, и неоднократно заступались за нас, что позволило нам работать, в том числе и в разных странах мира. Нас связывало теплые отношения, теплая дружба. И вы знаете, вот в этом, почему около этого магазина? Потому что в 1978 году Вацлав Гавел написал свое эссе, которое называлось «Сила бессильных». И в нем, в том числе, он говорил о том, что когда человек, который продает овощи, на своем магазине вывешивает лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», он делает это не потому, что он в это верит, а потому что так делали все. И он не имел сил, не имел понимания и осознания того, что можно этого не делать. А иногда, говорил Гавел, можно просто не сделать и стать сильным. Мне кажется, что это было в том числе и о Беларуси. Он писал тогда это о Чехословакии, о чехах, о словаках. И в 1989 году они пришли к своей победе, победив эту коммунистическую гидру. Мне кажется, что эти уроки Гавела, они и сегодня, до сегодняшнего дня очень важны для белорусов, для осознания того, в чем наша сила бессильных. Настоящая власть государства, говорил Гавел, сосредотачивается даже не в самих актах насилия над людьми, а в тех маленьких, крошечных актах конформизма, к которым это государство подвигает своих жителей.
Знаете, был момент, когда в контексте Вацлава я заплакал. Это произошло, когда мы подписывали, мы создали манифест в поддержку деятелей культуры, которые находились в то время под невероятным прессингом со стороны белорусских властей. И мы просили Вацлава подписать его. Он подписал, мы получили его по мейлу, и он написал: «К сожалению, я хочу извиниться перед вами за то, что я больше ничем не смогу вам помочь». А через день он умер. И, наверное, это и есть вот этот отказ от конформизма. Он мог просто нам ничего не написать, зная, что он проживает последние дни на этом свете. Но он боролся до конца, в том числе и за нас. Вацлав был тем человеком, который боролся не за чехов, не за словаков, не за европейцев. Он боролся за человека. За человека. И мы были все также его людьми. Точно так же. Если бы он знал, что вы находитесь в беде, он боролся бы за вас, какой бы вы ни были национальности. Кого бы вы ни представляли. Потому что этим он и был велик. Он был велик своим гуманизмом. Он был велик тем, что до всего было дело. И всем хотелось помочь. Знаете, мы за несколько дней до того, как мы вынуждены были бежать из Беларуси в 2010 году, последняя общественная акция, которая у нас была, это те самые президентские выборы. И Наташа на площади зачитывала для белорусов, которые вышли, сумели выйти тогда на площадь, она зачитывала письмо Гавела. Письмо Гавела, который поддержал тогда нас всех. И мне кажется, это очень много значит. Это очень много значит, в том числе и в том, что мы и чехи — это люди, которые понимают природу насилия и которые понимают, что от нее нужно избавляться. Знакомлю вас с еще одним местом в Праге, которое меня покорило. Называется оно «Коллектор». И расположено оно в здании музея. Знаете, это место, я понял, для чего оно. Это когда ты из одного исторического места в Праге переходишь в другое историческое, у тебя все время крутится какой-то набор мыслей, осознаний, и тут ты попадаешь в какое-то пространство, где просто расслабляешься, успокаиваешься. Кофейня. Казалось бы, она огромна. Казалось бы, это просто кофейня, но эта кофейня работает до 12 часов ночи. И до 12 часов ночи вечером уже здесь играет диджей. При этом ты здесь можешь пить кофе, ты можешь есть выпечку, и кажется, что это несовместимо с вечерней жизнью. Но оказывается, это работает. Это работает, как все, весь современный фьюжн. И вот это творожник. Творожник чешский, традиционный. А вот это еще один напиток, который чехи вернули так же, как в свое время британцы его вернули на рынок. Это сидр. Но только если в Британии в основном сидр — это слабоалкогольный напиток, то здесь, в Чехии, он даже есть и безалкогольный, и горячий. Вот при этом точно такая же яблочная текстура, такой же напиток, который тебя согревает. И если ты не хочешь тонизировать себя кофе ближе к вечеру, то сидр тебе самое то. Творожная бабка и яблочный сидр. Немножко передохнул. И мы двинемся дальше. Прага большая. И Прага слишком интересная, чтобы тратить здесь время на отдых.
Ну, я не мог не прийти к памятнику Франциско Скорины, не мог, потому что вот у него на книжке написано: книга выложена доктором Франциском Скориной, сыном из славного града Полоцка. И мы знаем же его как первопечатника, и мы знаем его как гуманиста и философа. Но большинство из вас, я уверен, не знает, что памятник находится здесь, вот в этой части Праги. Кстати, отсюда весь Пражский град виден здорово. Но стоит это вот в этой зеленой зоне, потому что Франциск Скорина с 1535 года по 1539 был главным королевским ботаником. И это он заложил в Праге королевские сады. Да, талантливый человек, талантлив во всем. А если ты белорус, то и печатаешь книги, то ты должен и в ботанике разбираться. Я в ресторане Мазл. Когда слышишь Мазл, то белорусское ухо преобразует сразу в мазл-тов, да? Но нет, это другая природа слова. Мазл — это ма и зел, это мясо и овощи, мясо и зеленина. Я не хочу вам здесь рассказывать о блюдах, потому что это немножко другая история. Мне очень нравится этот район, здесь каждая улица имеет название какого-то города или страны со всего мира. И своеобразный район Праги, он очень интересный, мне очень нравится, он очень уютный. И здесь произошла интересная вещь. Сами люди, которые живут в этом районе, они написали письмо о том, местным властям о том, что они хотели бы получить в своем районе хороший новый ресторан с новой кулинарией, с современной минималистской кухней, минималистским интерьером и так далее. Потому что здесь в Праге такое засилие или национальной кухни, пусть очень вкусной, но очень традиционной, или традиционных мест, шитых деревом, таких дорогих по-старому помещений. И пошли навстречу, и какая-то группа, ресторанная группа, сделала этот ресторан, который открылся только вот-вот, он открылся весной этого года. И мне кажется, это очень любопытная история по поводу самоуправления. То есть, когда местные власти — это нанятые менеджеры населения, и население говорит: мы хотим это, нас много. И менеджеры говорят: мы это сделаем, и они это делают. И получается ресторан с очень ярким колоритом. Ты попадаешь сюда, словно в ботанический сад. Здесь недавно открылся Гарден, это место вообще, где сплошная зелень. И это очень большое пространство, все очень аскетично, но при этом все очень уютно. И я не буду вам здесь рассказывать о блюдах. Они делятся специфически на мясо и зелень. То есть то, что есть мясо, это используется мясо, а зелень — это веганская кухня. И плюс десерты отдельно. И вот эти два блока ты можешь миксовать и выбирать из них блюда. Но я хочу все-таки об одном блюде вам рассказать. Это искусственная устрица. Это веганская устрица. Да, это звучит странно. Веганская устрица звучит очень странно. Но по факту ее подают даже в оболочке от устрицы. И я сейчас впервые попробую, это загадаю желание обязательно, потому что когда попробуешь что-то впервые, обязательно загадывайте желание, оно исполнится. Любопытно, очень любопытно, очень вкусно. И скажу так, они попытались заменить тело устрицы арбузом. При этом арбузный вкус практически убрав. Текстура, не совсем напомнила устрицу, но тем не менее саму текстуру сглаживает вкус, который очень любопытен. Здесь добавлена черная икра, но я понимаю, что это не настоящая черная икра. Ее природу я не могу понять. Вот эта соленость моря, она есть в блюде. И видно, что добавлено умами, скорее всего, грибного происхождения. Поэтому этот умами дает ощущение вот этой вот
морского, как бы морского колорита и морского привкуса. Мне кажется, для этого существует новая кулинария. Для того, чтобы пережить новый опыт. А потом посмотреть, если этот кутюр годится, то распространить его как прет-а-порте. Поэтому боритесь за рестораны в своих районах, и у вас будет очень вкусная кухня и очень любопытная. Сегодня меня сюда пригласили мои друзья, которые мы давно не виделись и которые знают мои пристрастия к кулинарии. Они решили показать мне, что такое у чехов новая кулинария. Да, таких ресторанов немного. И ресторан, где сочетаются простота, гармония, мясо и овощи, поколения, где можно договариваться между собой о правилах игры в новой кулинарии, где можно пробовать что-то, чего ты не пробовал еще никогда, и при этом это не будет баснословно дорого, и это будет вкусно, всегда вкусно. И вот я сижу над всем этим и думаю, как это красиво, как это красиво, это новое состояние вот этих новых ресторанов, где и дизайн — это продолжение твоих блюд, но который не мешает тебе их потреблять, который разрешает тебе спокойно есть, пробовать, и который не напрягает тебя. Точно так же, как и люди, которые здесь вокруг. Это совершенно милые люди, которые тоже пришли попробовать новую гастрономию. Я это все попробую, я не буду вам об этом говорить. Конечно, это восхитительно, это прекрасно. И я просто хотел бы, чтобы белорусы имели доступ к тем ресторанам, к новым ресторанам, к новой кулинарии, к новому взгляду на еду. Поскольку еда, мы используем ее для помещения внутрь себя. Это значит, что мы то, что мы едим. И это говорит о том, что нам нужно относиться к этому бережно, поскольку это наш организм. А начну, конечно, с картошки. Ну, а с чего он должен, белорус, начинать пробовать блюдо? С картошки, конечно. Пражский град. Мы стоим у его входа. И это место силы чешской государственности. Здесь, в этом здании, Владиславский зал. Владиславский зал, где чешские лидеры встречались с лидером Великого княжества Литовского, где они вели дипломатические переговоры. Это было 500 лет назад. 500 лет назад по этим камням ходили наши соотечественники, те люди, которые представляли на тот момент Беларусь, и мы должны к этому вернуться. Сейчас я вас отведу в очень нетипичное место для восприятия. Называется оно Люцерна. Вообще, Люцерна — это для вас, наверное, звучит как очень по-швейцарски, но на самом деле это пассаж в центре Праги, и это место, которое для меня имеет определенное значение, потому что здесь выставлена скульптура, которая мне безумно дорога. Конечно, все пражане знают это место, и все пражане знают историю этой скульптуры, но я захожу сюда в каждый свой визит. Не знаю, что меня так тянет, наверное, так тянет художников к тому месту, где они увидели что-то, что восхитило их или заставило бесконечно об этом думать. А эта скульптура заставила меня думать, и вы поймете, почему. И я начну издалека, и года из 2009-го. Это было время, когда Альянс «Восточное партнерство» решил привезти в Прагу на форум Александра Лукашенко. Мы написали своему патрону и нашему другу Вацлаву Гавелу о том, что мы не можем допустить, чтобы нога этого человека ступила на пражскую землю. Это было бы ненормально. Дальше произошло следующее. На это же время Вацлав Гавел назначил свой форум. И в это же время наш спектакль «Поколение Джинс», который был должен пройти в его
библиотеки Вацлава Гавела. Мы приехали в Прагу. Вацлав пригласил Наташу на панель, в которой говорилось бы о проблемах современного общества и в том числе Беларуси. И в этой платформе должны были участвовать Наталья Коляда и Дэвид Чарни. Дэвид Чарни – художник. И это реально enfant terrible этой страны. Это художник, которого любят все и боятся все чиновники, потому что его высказывания убийственны для них. Дэвид Чарни – это художник, который взрывает пространство, неважно какого города. К примеру, одной из его первых работ была работа, которая называлась Pink Tank. Это танк, который он покрасил в розовый цвет. Да, это было в то время, когда мы поняли, что больше страны Восточной Европы не будут повиноваться Москве. И это было высказывание, прямое высказывание Дэвида. Также здесь потрясающие младенцы, которые по своей наивности ползут на телевизионную башню и многое другое. Когда нам сказали, что Наташа примет с ним вместе участие, нам захотелось говорить об искусстве, но мы должны были говорить о политике. Говорить о политике в то время было необходимо, потому что у нас были политзаключенные, у нас были исчезнувшие и убитые люди, наши друзья. И когда наступил период форума, выяснилось, что времени крайне мало для выступления, и это время прямо на часах отсчитывает обратный срок. А сказать нужно было многое, потому что нам нужно было обозначить тему исчезнувших и убитых людей, деятелей оппозиции. И в этот момент, когда выступление должно было начаться, Дэвид попросил слова, ему включили микрофон, и он сказал: знаете, вы все знаете мое отношение к политикам, вы все знаете мое отношение к чиновникам. Я не буду ничего говорить, потому что в этом зале со мной рядом сидит человек, которому важнее сказать то, что сказать нужно. Это Наталья Коляда. И он передал все свое время Наташе, чтобы она могла заявить наш протест против насильственных похищений и убийств в Беларуси. Так вот, Дэвид Чарни, человек, который вдруг подумал и о нас, о белорусах. Здесь, в этом пассаже Люцерна, та работа, которая мне крайне нравится. Нравится она мне своей, во-первых, последовательностью его высказываний, а второе – иронией и самоиронией. Это конная скульптура князя Вацлава. Да, на Вацлавской площади стоит конная скульптура князю Вацлаву. Конные скульптуры – это всегда пафосно, это всегда эмоционально. Но Дэвид превратил конную скульптуру в не то чтобы в объект насмешек, а в объект иронии. Он сказал: ребята, давайте мы все-таки будем трезвее, да? Вацлав наш герой, но он сидит на той лошади, которая умерла. Потому что политика – это всегда мертвая лошадь. И эта скульптура, она мне напоминает о том, что высказываться об этом нужно, должно и важно. У меня за спиной тот самый памятник Вацлаву, на который такую аллюзию сделал Дэвид Чарни. Это оригинал этого памятника, естественно. Но я каждый свой приезд в Прагу я приходил сюда не для того, чтобы почтить память Вацлава, а для того, чтобы почтить память другого человека. Плита с его памяти всегда находилась прямо у подножия памятника Вацлаву, и сейчас его убрали из-за того, что площадь реконструируется, и убрали на хранение. Этот человек Ян Палах. Мы приезжали сюда, приходили к этому месту, приводили сюда своих детей. Это история, которая с нами уже около 20 лет, потому что его историю рассказал в спектакле «Поколение Джинс».
Спектакль, который играл на протяжении 16 лет на 5 континентах. Везде я говорил о Яне Палахе, и в ответ на это зрители расплачивались за эту историю слезами. Да я и сам, скажу честно, тяжело переносил этот фрагмент спектакля. Ян Палах был студентом, и то, что он совершил, это произошло 16 января 1969 года. Он был обычным парнем, который учился, который был общественно активен, но никто не подозревал, что произойдет с ним дальше. И вот 16 января он приехал сюда, в Прагу, из маленького городка, подошел к ступеням этого музея и облил себя бензином и поджег. Он сжег себя, был доставлен в госпиталь, прошло 3 дня, через 3 дня он скончался, потому что 85% его тела было обожжено. Это был протест против введения советских танков в Чехии, Чехословакию. Это вызвало огромную волну протестов, огромную просто по всем городам Чехословакии. Это были самые многолюдные акции протеста, но в итоге коммунистические власти задавили этот протест. И только спустя 20 лет его дух Палаха победил. Коммунизм ушел из Чехословакии. Она разделилась на Чехию и Словакию. И теперь продолжает совершенно спокойную, демократичную жизнь. Но на самом деле я говорю сейчас о поступке человека, о поступке единицы, о поступке одного человека, который может менять историю своей страны. Ян Палах поменял историю Чехии. Как сейчас меняли нашу историю Маша Колесникова, как меняет нашу историю Коля Статкевич. Это люди, и я не с числа им, я могу перечислять долго, и их уже исчисление идет на тысячи героев. И это когда-то приведет к изменению ситуации, но все начинается с одного шага, все начинается с одного человека. Один человек, который вдруг говорит: я хочу поменять все, я больше не могу жить так, как мне приказывают. И вот это место я призываю всех, если вы в Праге, придите обязательно после реконструкции на место сожжения Яна Палаха, и вы поймете, ощутите вот эту атмосферу понимания и этой глубины, потому что живые цветы на этой плите лежат всегда. Мы в ресторане Убан-Сету. Это место, сюда попасть практически невозможно, уж тем более в обед. Но не потому, что это какой-то мишленовский ресторан, где стоит пробовать изыски каких-то современных чешских поваров. Нет. Это, наоборот, слишком традиционное место. И это место находится вне туристических троп. Это тот самый ресторан, в котором все свои дни напролет проводил, например, Ярослав Гашек. Да, здесь подают 2 самых главных чешских блюда. Это гуляш с кнедликами и это утка. Поверьте, лучше вы нигде не найдете. Именно поэтому все местные жители, которые живут здесь рядом, они все приходят сюда обедать. Стоит эта забава нисколько. 7-8 евро за блюдо. Это для европейской кулинарии это просто мизерная цена. И подается все моментально. Здесь есть стол, за которым сидел и любил сидеть Ярослав Гашек. С ним связана у нас тоже любопытная история. Однажды мы сидели здесь с нашим другом Сергеем Шупой. Мы сидели, вот так же ели утку, пили пиво и обсуждали. Интересно, а за каким столом проводил время Гашек? Ведь он же здесь сидел, наверное, всегда за одним столом. И спустя какое-то время кто-то из нас решил пойти в туалет. Поднявшись, он увидел на стене прямо над нашим столом табличку: это стол Ярослава Гашека. Гашек писал здесь свои книги, но здесь он и выпивал. Он выпивал так, что в баре имелась специальная подушка. Это была подушка Гашека. Как только он напивался и ложился на скамейку, эту подушку подкладывали ему под голову.
Да, его жизнь обросла огромным количеством легенд и мифов, которые он же сам во многом и придумывал. Но вот эта история со спящим Гашиком за своим столом, это не легенда, это правда. И так же, как правда то, что однажды он написал ходатайство правительству Чехии с просьбой присвоить ему звание алкоголика и выписать дотацию, чтобы он мог существовать. Это было написано без иронии. Это было написано на полном серьезе. Государство не дало ему дотацию на алкоголизм. При этом это был человек с невероятной судьбы, который одновременно послужил в австрийской армии, заработал там медали, повоевал в Первую мировую войну, потом вступил в Красную армию, проводил различные операции против белых. В общем, это целая история, с которой вам стоит ознакомиться, потому что Ярослав Гашек наряду с Миланом Кундерой, Карлом Чапеком, Францем Кафкой является не только моими любимыми писателями, но это достояние мира. Это люди, которые совершили литературу. И эта литература – это то, на чем росли мы. Кнедли, кажется, что это просто порезанный батон. Не обманывайтесь. Это когда я узнавал рецепт, выяснилось, что готовить их – это целая история, очень тяжелая, очень многоингредиентная, очень сложная. А ведь они всего лишь для того, чтобы ты макал их в соус. Да. Вот это гуляш, который гуляш. И при том, что гуляш – это ведь венгерское блюдо, но у чехов есть своя разновидность гуляша, немножко другая. И чуть, я не сказал бы более острая, но такой акцентированный красный перец. А кто-то рассчитывается. Здесь вас, кстати, могут за этим столом посадить вместе с другими гостями. И никто на это не обижается, потому что это просто место, где едят и пьют пиво. Это гуляш из утиных сердец. Утка. Утка для чехов это больше, чем птица. Это даже не домашний скот, это даже не динозавр. Это что-то священное. Утка – это то, что чехи готовы есть всегда. А осенью ни дня без утки, потому что сезон утки. И готовится она вот как здесь. Это самое традиционное приготовление. Это когда берется утка, запекается, а внутри нее, то, что они называют драниками, это такая картофельная, ну не оладья, а такая картофельная масса и капуста. И все это вместе запекается, и появляется такая корка жареная, обжаренная на этом. Как они это делают, я не знаю, но вот эта хрустящая корочка, нежное мясо, невероятно вкусная капуста и такая едва ли не прожаренная картошка внутри. Это просто какое-то безумие. Оно кажется, что каждый элемент должен был мишленовский повар работать над каждым этим элементом, а тут его подают просто прям быстро-быстро. Давайте, ребята, обедайте, надо и бежать дальше работать. Это невероятно. Этому заведению 100 лет. Знаете, о каком ресторане я мечтаю? В который приходишь, там всегда есть люди, они всегда едят, им всегда весело, они всегда общаются между собой, а где-то поодаль воют собаки Европы, в углу стоит слон из романа Саши Филипенко, а где-то в углу притаился красный человек Светлана Алексеевич. Мы все этого ждем, когда это появится. И для этого надо работать, для этого надо что-то делать. И если что-то делать, то что-то будет. И десерты точно такие же домашние. Мороженое с абрикосовым джемом домашнего варенья. Калач от пекаря Матея. Мороженое из детства.
ватрушка со сливой, потому что сезон сливы. А внутри бортика мак. Ну, блин, о чем еще я могу здесь мечтать на десерт в Праге? Я играл в футбол во дворе. И у каждого из нас было там по 20 копеек в кармане. Потом мы шли и покупали мороженое. И мы не ели вот эту вот чушь всякую, какой-то глазури там. Мы брали такой пломбир, такой сливочный пломбир. Вкусный. Он такой жирноватый, и он до сих пор пахнет детством. Правда, я пытаюсь найти его вкус, но понимаю, что до конца не найду. Он остался там в детстве. Знаете, у меня за спиной есть еще одна табличка на этой стене, и которая тоже будет очень много, целый сон воспоминаний. Там написано «Зайчик». Это табличка, которая посвящена Павлу Зайчику. Павел Зайчик — это музыкант из группы Plastic People of Universe. Это группа, которая была вдохновлена, ее создание было вдохновлено такими группами, как Velvet Underground и так далее. И это была культовая группа для Чехии, для Чехословакии. И она работала подпольно даже во времена самой тяжелой коммунистической диктатуры. Это люди, группа которых просуществовала вплоть до недавнего времени. Ее создание — это было одно из ключевых моментов в создании гражданского общества в Чехословакии. Представьте себе, в 1977 году возникла Хартия 77 как ответ на судебный процесс, в том числе над группой Plastic People of Universe. Их хотели посадить в тюрьму. Общество встало на их защиту. Создалась гражданская инициатива, которая в итоге сменила власть в Чехословакии. Ну, вот эти закономерности, они потрясающие. И они тоже рядом с тобой находятся в одном ресторанном зале, где тут же Гашек, тут же Зайчик. Не знаю, это плотность, это очень высокая плотность исторических событий, которые находятся просто сгруппированы в одном месте. А почему именно в таком месте? Об этом нам стоит еще подумать, почему так происходит, что такая сильная концентрация происходит в каком-то одном поле. Уходить не хочется, но придется. Мне ведь надо вам дальше рассказать о Праге, и о пражанах, и о белорусах в Праге. И вот наш чек. Мы съели 2 горячих блюда, мы съели 2 десерта и выпили пиво. И в итоге 539 крон. Меньше 30 евро. Я люблю это заведение. Оно, как выясняется, любит меня. Быть в Праге и не побывать на Радио Свободе, это невозможно. Нам нужно обязательно прийти, дать интервью, потому что иначе мы будем друг по другу очень сильно скучать, учитывая, что мы дружим уже больше 30 лет. Добрый день, я Ганна Соусь, рада вітаць у пражскай студыі кавалера ордэна брытанскай імперыі, сузаснавальніка беларускага свабоднага тэатра, драматурга, грамадскага дзеяча Миколая Халезина. Мы снимаем несколько программ из моего блога «Перетрем», в том числе «Белорусская Прага». Этот ресторан называется «Кухня». И восходит его история к 16 веку. Как раз к тому веку, которому принадлежат замки, стоящие на этой площади. Дело в том, что концепт этого ресторана был придуман следующим образом. Здесь готовилось 6 блюд каждый вечер. И готовились они в больших кастрюлях. Это были блюда, которые представляли кухню 16 века. Каждый посетитель мог подойти, открыть и понюхать дух этого блюда и выбрать, что он будет сегодня есть. Но этот ресторан со временем стал таким популярным, что
концепцию решили сменить. И сейчас в их меню уже более 30 блюд традиционной кухни, которые уже не строятся на базе книги 16 века «Блюда чешской кухни», а строятся на всем наследии чешских кулинаров. Здесь, конечно, изобилие мясных блюд, блюд из дичи, но уже вследствие с современными традициями можно встретить и блюда вегетарианские и веганские. Но я вам очень настоятельно рекомендую этот ресторан, потому что здесь дотошно идут по рецептам чешской традиционной кулинарии. И именно здесь вы можете съесть ту самую ногу утки с капустой и кнедликами, или, например, шею дикого кабана, которую я хочу сегодня попробовать. Ну, признаюсь вам, я никогда не ел карпаччо из грибов. Я воспроизводил дома похожие контексты, но это реальное карпаччо из грибов. И мне любопытно, что это значит. Используются, как я вижу, только шляпки. Это похоже, что это майонез местный, и это карамелизованный лук. Знаете, такая, я так понимаю, что это отсылка к какой-то истории, но при этом это очень современно, потому что 3 совершенно разных текстуры, и при этом они сливаются в один такой очень насыщенный грибной вкус. И майонез дает, вот этот домашний майонез, он дает такую какую-то сливочную милоту, когда ты понимаешь, что о тебе позаботилась твоя бабушка или мама. Это здорово. Я думаю, что надо брать на вооружение. Нам вообще, белорусам, надо больше брать грибы на вооружение. Это наша тема. Мы недостаточно с этим работаем. Это наш разговор о будущем. Казалось бы, простой куриный паштет, но это рецепт 16 века. Подается на бриоше. Попробуем. Мне всегда кажется, что бриош, даже если он очень мягкий, лучше делать его тоньше. И чуть тоньше слой патэ. Потому что это все-таки закуска. После нее еще будет основное блюдо. Но я всегда боюсь наесться. Вот, потому что уже один такой сэндвич с патэ, он сразу же дает тебе достаточно тяжелый осадок на желудок. Потому что эта пища не самая легкая. Поэтому я бы чуть-чуть подкорректировал пропорции. Карп. И я вам скажу так. Это редкая рыба, которая используется очень малым количеством народа. Очень много используют чехи, очень много используют японцы. Но потому что для многих стран эта рыба является такой, за счет того, что она живет в прудах, ее считают такой грязноватой. Но карп – это очень нежная рыба. И я вам скажу, что мне она нравится. И мне кажется, что это тоже достаточно серьезная тема для белорусов, потому что живой карп у нас во все годы, даже в годы застоя, продавался, в том числе, ну, не только живой или свежемороженый. И он является очень нежной структурой, поэтому с ней тоже, мне кажется, не дорабатывали. Вот я об этом. Такая лимонная кислинка, плюс укроп, плюс лук-шалот. В итоге получается, плюс в купе с нежным мясом карпа, получается очень классная структура. И поэтому нам тоже нужно обращать внимание на ту пресноводную рыбу, которую можно выращивать в Беларуси. Утка. И утка сезонная – это 2 истории Чехии. Утка всегда есть в меню чешских ресторанов. Утка сезонная – это вот сейчас, осень, октябрь, ноябрь. И утка во всех ресторанах – это утка, которая только что
созрело. На самом деле, чехи мастера утки, просто потрясающие мастера. И пробуем. У них утка всегда прекрасна. Но обратите внимание, как это подают. Подают всегда с капустой тушеной. И всегда вот эти кнедли. Кнедли – это определенный вид теста, который делается такой рулет из теста, который ты используешь для того, чтобы есть соус. И не больше ничего. Это вот соус, это чисто чешская история. Она потрясающая. Чтобы вы не подумали, что я ем все блюда, я их пробую. Я ем в компании, кто-то заказывает что-то, и я этого человека немножко беру, чтобы понять суть этого блюда. Чехи очень активно работают с диким кабаном, вообще стилистически, как с мясом, которое используется часто. И в данном случае это шея с грибным соусом. Да, знаете, это специфическая история. Я в последнее время ем не очень немного мяса. И когда я ем вот такое мясо, я понимаю, почему я его ем. Потому что мне хочется вспомнить этот вкус мяса под соусом, которое приготовлено очень точно и очень как бы по-народному, да, то есть это, в принципе, это разговор скорее про насыщение и про привычную еду, которую иногда хочется вкус повторить. Как сказала Марион Росс, Прага – это Париж 90-х. Согласен абсолютно с этим. Покажу вам еще одно местечко. Это такой бонус-трек. Называется Avoid. Это место прям даже скорее под набережной, на берегу Лтавы. Там потрясающие коктейли, там потрясающее пиво и там потрясающий интерьер. Расскажу вам последнюю историю. Она о Гавеле. Знаете, наши дружеские отношения, они иногда превращались в какую-то странную игру. Например, когда мы приехали играть в Градичек. Градичек – это место, где стоит всего 2 дома в Моравии, в горах. Загородные дома Вацлава и его друга Андрея Кроба, театрального режиссера, который ставил Вацлава пьесы. Это очень скромных 2 дома, реально это 2 деревенских дома просто. И там всегда проходил фестиваль, театральный фестиваль в конце августа. И Вацлав всегда нас приглашал туда. Мы приезжали, я даже сыграл там спектакль «Поколение джинс». Это было прям в лесу, под елями. И это было потрясающе романтично и здорово. Привезли ему в подарок майки, он тут же надел эту майку Белорусского свободного театра. И пока мы ехали, мы не могли найти дорогу, потому что там указателей нет. И мы все время спрашивали, как проехать. И вдруг нас останавливает полиция и говорят: вы куда? Мы говорим: мы в Градичек, к президенту Гавелу. Они говорят: в смысле, откуда вы? Мы говорим: из Беларуси. И что вам там нужно? Мы едем в гости на фестиваль, там будем играть спектакль, мы дружим. Мы такие: хорошо, только мы вас проводим. И вот приезжаем мы в лес к дому Гавела и Андрея Кроба. Мы приезжаем, и с нами приезжает кортеж полиции. Почему кортеж полиции? И выходит Вацлав и говорит:
что происходит вообще? Почему, когда приезжают белорусы, обязательно приезжает полиция? Почему это стало европейской традицией? Он отчитал полицейских, сказал, почему вы моих гостей сопровождаете, хотя, конечно, это приятно. Они развернулись и уехали, были в недоумении, но это была такая реальная история: белорусы и полиция. Хоть в Беларуси, хоть в Чехии. Однажды Вацлав, когда мы приезжали в Прагу, он лежал в госпитале, у него всегда была проблема с легкими после тюрьмы. От этого он и впоследствии умер, и он лежал в госпитале, и он знал, что мы приезжаем, и он сказал: я могу или выбраться на спектакль, меня врачи отпустят, либо домой. Где вы хотите встретиться? И мы сказали: мы хотим встретиться дома. И мы приехали к нему домой. Это было чертовски мило. Он приехал, и когда он спросил, сказал: а мы привезли бутылку беловежской ему в подарок. И ему нельзя было пить, но он сказал: мне надо выпить все-таки рюмку чего-то. И мы сказали: ну, может быть, сливовица? Он сказал: нет. Я не буду пить сливовицу с вами. С вами я буду пить вашу беловежскую. И мы выпили беловежскую. Это была одна из последних наших историй с Вацлавом. И вот этот бокал пива я пью за него, и за память о нем, и за то время, которое он нам подарил. И за ту заботу, которую он всегда имел о белорусах. Я здесь, сейчас, в Праге, но если вы меня потеряли, наверное, я уже буду не здесь. Я буду, может быть, где-то в другом месте. Искать для вас какие-то рецепты, искать для вас интересных собеседников, искать для вас то, что вам всегда интересно. Потому что стран много, людей много. Но не всегда я ищу страны людей, иногда я ищу самого себя в этом мире. И Беларусь и белорусов, которые пытаются адаптироваться к этой новой жизни, к этим новым странам, к этим новым реальностям, и которые очень хотят, чтобы их дом оставался их домом.